Сегодня событие не только для города, для столицы, но и для всей страны. Как вы оцениваете вообще дальнейшие перспективы развития морского сообщения? Добрый день, Нала. На самом деле, очень высокое значение имеет для дальнейшего развития. В первую очередь в связи с тем, что подобные рейсы и вообще привлечение новых судов, и пассажирских, и грузовых, они способствуют развитию инфраструктуры, привлекают дополнительные мощности, необходимо привлекать для развития, налаживать взаимодействие со всеми службами. Естественно, в процессе возникает много вопросов, которые необходимо решать. Это и дополнительный доход для компаний. И в перспективе уже в масштабах всей страны, соответственно, это еще один способ, вид транспорта, который позволяет туристу в более комфортных условиях беспрепятственно в летний период на территорию Республики Абхазия попадать. Соответственно, ездить на экскурсии и так далее. То есть, на самом деле, много направлений, по которым будет определенный положительный эффект. Это первые шаги, нужно еще развивать дальше все это. Но принятие судна подобного класса предполагает и высокий уровень безопасности, уровень сервиса, что в целом поможет не только нам, вырасти, соответствовать этому уровню, но и способствовать развитию направлений других в пассажирских перевозках. Да, естественно, сегодня уже второй тестовый рейс, к сожалению. Еще в 2019 году, в декабре, как вы помните, состоялся первый тестовый рейс. В принципе, вся работа по подготовке инфраструктуры и другие работы, связанные с приемом судна, в том числе и в части обеспечения безопасности мореплавания и обеспечения должного необходимого контроля при пересечении государственной границы. Они были реализованы еще в период 2018-2019 годов, и в 2019 году был тестовый рейс, но в связи с тем, что пандемия коронавируса вмешалась в планы, судно не могло ходить, оно на территории Российской Федерации практически не осуществляло рейсы. Слава богу, уже к 2023 году определенность была внесена, и, конечно, маршрут был изменен. Он сейчас предполагает только Сочи-Сухум-Сочи круиз сам. И поэтому все то, что было тогда намечено и сделано, реализуется сегодня. Надеемся, что в эту навигацию, то есть нам уже ничего не помешает, и судно будет регулярно осуществлять рейс. То есть прибытие лайнера князя Владимира – это не только туристическая история, это в целом экономическая история, которая может дать эффект для всей страны. Давайте немножко об этом поговорим. Куда может развиваться дальше? Мне, наверное, будет правильнее говорить о том, каким образом непосредственно на развитие нашей организации это может сказаться. Несмотря на то, что с точки зрения операторов все-таки из советского времени пассажирские перевозки, они во многом и датировались, но с точки зрения инфраструктуры, поскольку мы в этом проекте представляем инфраструктуру, это позволяет расширять возможности. То есть, если говорить конкретно о терминале, который сегодня принимает князь Владимир, работы, проведенные на нем, позволяют не только принимать судно князь Владимир, это позволяет улучшить условия для приема как пассажирских, так и грузовых судов. Например, как вы знаете, в прошлом году у нас была возможность принимать катамаран легкий Сочи, который приходил в Сухум. К сожалению, по причине загрузки в портах Российской Федерации это судно не может приходить в Абхазию. Надеемся, что ситуация поменяется в лучшую сторону со временем. Плюс на данном терминале есть возможность уже принимать суда паромы, грузопассажирские, так скажем, условия улучшились для приема. Мы считаем, что если сложатся все остальные факторы, мы в состоянии принимать суда не только из Российской Федерации, не только с пассажирами круизными, то есть это могут быть, как я сказал, грузопассажирские паромы. Эта тема актуальна, в том числе и с точки зрения реализации проектов, связанных с транзитом.
это очень актуально с точки зрения возможности обеспечить дорогу для наших братьев, которые, к сожалению, да, проживают на территории других стран, там, в частности, в Турции, я говорю там, о репатриантах, да, но технические возможности, которые были созданы, и улучшение условий, которые были, в том числе и обеспечению необходимого уровня оснащения и организации для осуществления государственного контроля, они сегодня улучшены благодаря тому, что мы начали реализовывать этот проект. В связи с чем я считаю, что как бы определенные экономические эффекты для нашей непосредственно организации существуют. Ну и я так полагаю, что и в целом как бы определенный эффект будет. Приезжают туристы, будут новые грузы, и все службы, которые и бизнес, которые взаимодействуют с пассажирами, с туристами, с грузами, в том числе там транзитными, они должны дать экономический эффект соответствующий. Ну, геополитическая обстановка способствует тоже созданию новых логистических хабов, и поэтому интерес к абхазским портам, он возрос, можно сказать, в последнее время. Как вы оцениваете именно развитие вот в таком направлении, превращение наших портов в такие хабы? Есть, ну, как в любом порту, есть определенные возможности, и исходя из готовности инфраструктуры, да, естественно, интерес возрос. Есть отдельные проекты, по-моему, пассажирского сообщения, которые реализуются в том числе и по транзиту. Как вы знаете, там осуществляется транзит контейнеров с взаимодействием с Абхазской железной дорогой. Есть определенные проекты. Естественно, все инфраструктурные проекты, они требуют серьезных вложений, то есть для того, чтобы улучшить возможности, значительно улучшить возможности, необходимы серьезные вложения. Но я считаю, что на данном этапе поступательное такое развитие, которое происходит, тоже будет иметь свой экономический эффект. И мы в целом впишемся в нашем регионе как бы с неплохой стороны во всю эту историю, связанную с транзитом в том числе. Возвращаясь к лайнеру «Князь Владимир», это все-таки еще и имиджевая составляющая. Ведь все помнят, да, в советские годы история портов, история сообщения. Поэтому это такой тоже сигнал хороший для импульс для развития туристической сферы и имиджевая составляющая. Согласны? Согласен, да. В том числе и в отношении портов. То есть, да, возможность принимать судно подобного класса говорит, да, уже более явно о том, что порты развиваются, работают, имеют возможность принимать такие суда, обеспечивать их беспрепятственный и безопасный судозаход. Естественно, это имеет большое значение для имиджа и в целом для города, для республики. Круизный туризм вообще сам по себе это дорогой вид туризма. Но насколько, как вы думаете, он будет востребован? Может быть, это не столько к вам вопрос, но тем не менее, может быть, ваше мнение тоже сейчас нам интересно. Как вы думаете, вот первый рейс тестовый, но насколько это может быть востребовано у российского туриста? Ну, на самом деле, это все-таки, да, больше вопрос к оператору круиза. И вы правильно подметили по той информации, что мы имеем, да, в принципе, отдых круизный, он не дешевый, но при этом достаточно большой набор услуг, очень много преимуществ, то есть у вас есть возможность посетить там, в данном конкретном случае как минимум 2 города, побывать в них по несколько дней. На «Князе Владимир», допустим, в частности, очень хороший уровень обслуживания, питания. Ну, у этого вида отдыха всегда и с советских времен был свой, так скажем, турист, свои пассажиры. И мы очень надеемся, что оператору круиза «Черноморские круизы» удастся это сделать. Вот в этом году они в навигацию планируют, из того, что они заявили, это 11 рейсов. Уже с 29 июня будут первые рейсы уже с коммерческими пассажирами, туристами. И до сентября месяца они планируют осуществить 11 рейсов. Сам рейс Сухум-Сочи
Сочи, Сухум, Сочи будет стартовать из Сочи, соответственно. Получается, если по дням недели, в пятницу утром он будет проходить в Сухум, находиться здесь 3 дня и в воскресенье вечером выходить уже в Сочи. Да, и с 5 дней, 2 дня судно будет находиться в Сочи. Надеемся, что смогут реализовать достаточное количество билетов. Вот в нынешний тестовый рейс, сегодняшний тестовый рейс пришло 54 пассажира. Это все практически, в основном и работники компании самой, то есть помимо экипажа 54 пассажира. Ну и очень много различных представителей различных турагентств, в основном это Сочи, которые наверняка достаточно подробно осветят этот рейс, расскажут о его преимуществах, расскажут об Абхазии, какие есть достопримечательности, какие возможны перспективы для организации экскурсий. И цель именно оператора она такая, чтобы уже в первый коммерческий рейс была какая-то программа сформирована с возможностью за эти 3 дня посетить основные туристические направления, которые у нас есть, естественно, во взаимодействии с местными туристическими компаниями. Вот. Наша задача обеспечить возможность определенные контакты организовать, помочь, содействовать этой работе. Ну, в любом случае, здорово, что и такой сегмент, такой вид отдыха будет представлен в Абхазии. Спасибо, что поделились информацией. Да, конечно. Спасибо. Всего доброго. Вы слушаете